Первый звонок из мобильного телефона был совершен в 1973 году. Тогда заряда аккумулятора хватало всего на 20 минут разговора, а заряжать такой телефон нужно было около 10 часов. Сегодня современный мобильный телефон – это почти мини-компьютер. Мы узнали у жителей Якутска, что для них означает мобильный телефон. Сейчас с телефоном делается все, абсолютно все. Поэтому, я думаю, мне было бы сложно представить свою жизнь без телефона. Нам постоянно задают «Я-класс» в среду. Что задают именно? «Я-класс». Я прожил свою почти жизнь без телефона. А вот на сегодняшний день сколько времени у вас уходит на пользование мобильным телефоном? Ну, допустим, в сутки. В сутки, 2 часа. Нет, не представляю, потому что в интернете можно найти большую часть информации, убить время спокойно и провести время тоже с удовольствием. Конечно, могу. Мы так жили раньше. Обычно во время отпуска я уезжаю в Саилык, а там вообще нету интернета. И там могу прожить месяц примерно. А тяжело? Да нет, привыкаешь уже. Думаю, нет, потому что с помощью телефона можно найти любую информацию. Сегодня сложно переоценить роль средств связи в нашей жизни. Больше нет необходимости совершать многие действия, которые раньше требовали и времени, и сил. Например, запросить документы или оплатить счета за свет, газ и воду теперь можно с помощью мобильного телефона. На сегодняшний день в Якутии в зоне охвата сетью 3G и 4G проживает около 85% жителей. Активно ведется работа по проведению высокоскоростного интернета в арктические районы. Начата реализация проекта «Синергия Арктики», по которому к волоконно-оптической линии связи будут подключены все районные центры арктической зоны, в том числе в 86 населенных пунктах будет появиться волоконно-оптическая связь, и, соответственно, наравне с этим будут появляться и сотовые операторы, увеличиваться, модернизироваться с 2G до стандарта 4G, и в населенных пунктах появится мобильный интернет. Так, к 2026 году высокоскоростным интернетом планируется обеспечить все районные центры арктических районов Якутии. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск.